Здравствуйте, в эфире телекомпания ТУВА-24, и сегодня с вами я, Александр Филатенко. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалык находится в Москве с рабочей командировкой. И вот что он сообщил в социальной сети в своем микроблоге. В Москве прорабатываю вопрос, обозначенный на встрече с президентом. Их решение идет довольно быстрыми темпами. Вчера встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и в Рио руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым. К сожалению, Кызыл не вошел в число 12 городов с высокой загазованностью воздуха, которым помогут улучшить экологическую обстановку в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Проблему нам самостоятельно не решить. Договорился с министром природных ресурсов и экологии, что в следующем году, расширяя проект «Чистый воздух», Кызыл будут рассматривать приоритетно. Бездымные печи, подключение котельных к централизованному теплоснабжению, переход на уголь другой марки – эти и другие методы борьбы с сажей решат лишь часть проблемы. По мнению ученых, с ней нужно бороться на глобальном уровне. В 2018 году сотрудниками исследовательского института Тувы установлено, что уровень крайне опасного бензопирена в Туве превышает норму в 116 раз. Проблема загазованности, особенно в городе Кызыле, у нас всегда стояла остро. Я живу здесь и работаю в Туве более 40 лет. И когда я сюда приехала, то, конечно, я ужаснулась тому, что я увидела зимой. Огромное количество сажи. И за 40 лет эта проблема так и не решилась. И самое важное и опасное, что у нас содержится, это не только сажа, а бензопирен. Бензопирен является канцерогенным веществом, которое вызывает онкологическое заболевание. И эту проблему, конечно, нужно решить. Ну, пытаются каким-то образом и говорили о создании брикетов, вот, и об использовании бездымных печей, и использовании балахтинского угля и, в общем, другого угля, который привозят из Асаян. Но дело в том, что эти угли, они вроде как дают меньше сажи, но вместе с тем они содержат тоже большое количество тяжелых металлов и содержат серу, которая при окислении образует серную кислоту. То есть это тоже нужно учитывать и все. Ну, в общем, конечно, проблема стоит очень остро. Самый оптимальный вариант, конечно, был бы это газификация города Кызыла. Но на это, сами понимаете, нужны большие деньги, большие средства и все. Но об этом нужно думать на более высоких уровнях. По поручению временно исполняющего обязанности главы Тувы, Минздрав республики и местные власти вплотную займутся вопросами капитального ремонта здания Терехольской центральной районной больницы. В связи с труднодоступностью района ремонт может быть завершен только в следующем году. А вот обеспечение больницы недостающим медоборудованием и кадрами уже началось. Практически во всех окружных больницах республики две большие проблемы – старое здание и нехватка кадров. Такая же ситуация в Терехольской ЦКБ, основное здание которой построено полвека назад. Под тяжестью лет фундамент ушел в землю, стены ходят, лаги под полом прогнили. Просьбу помочь с капитальным ремонтом здания в Рио главы Тувы на месте согласовал с руководством Минздрава. По капитальному ремонту именно основного корпуса центральной окружной больницы выделение средств из средств, которые 1,5 миллиарда выделены дополнительно на социальные сферы. И, предварительно мы уже получили согласование. Я думаю, капитальный ремонт начнем в этом году уже, подготовку. И я думаю, какие-то мероприятия и завоз стройматериалов. И я думаю, в следующем году он будет завершен. Обновят и медицинское оборудование. По целевой программе модернизации первичного звена здравоохранения в Терехольскую ЦКБ поставят новый рентгенаппарат за 6 миллионов рублей и диагностический прибор «Спирограф». Возможно, в Кажуне появится также и своя мини-больница на колесах. Из 21 единицы техники, которая в этом году поступит из мобильных ФАПов, обязательно хотя бы один ФАП сюда распределить. И желательно повышенной проходимости. Проблема с кадрами на стадии решения. По словам Анатолия Югая, с 2 врачами, терапевтом и педиатром заключаются контракты по программе «Земский доктор». Проявив инициативу, они уже приступили к работе. Нашелся и фельдшер-акушер, который готов жить и работать в отдаленном Кажуне. Мадр Сандан, Ангер Оржак, ТУВА-24.
В Туве распространение коронавируса идет на спад, медленно, но верно. За последние сутки методом лабораторного тестирования выявлено 75 новых случаев заболевания COVID-19. За этот же период выздоровело 173 человека. В стационарных госпиталях столицы лечение получают 549 пациентов. В тяжелом состоянии находится 147 поступивших на лечение. К аппарату ИВЛ подключен 21 больной. В республике ситуация с коронавирусной инфекцией складывается так, что город заново переживает эпидемию. Несмотря на частичное снятие ограничительных мер, временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык еще раз напоминает, что снятие дальнейших ограничений в республике зависит от большого количества привитых и создания коллективного иммунитета. Но, что самое важное, люди всегда должны помнить о своем здоровье и здоровье окружающих людей. Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в столице продолжает оставаться напряженной. В этих условиях необходимость скорейшей вакцинации горожан и в особенности людей из групп повышенного риска является ключевым фактором в борьбе с пандемией. В первую очередь тех, кто страдает наиболее опасным при COVID-19 хроническими заболеваниями. Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится вакцинами. Вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭПИВАК, КОВИВАК ставится двухкомпонентно. То есть первый компонент мы ставим через 21 день, КОВИВАК через 14 дней ставится второй компонент. И вот эти два компонента надо обязательно, те, кто получит первый компонент, надо обязательно получить второй компонент. Вакцинация – наиболее эффективный метод защиты от нового коронавируса и других инфекций. Она вас защитит от тяжелых осложнений COVID-19 и летального исхода. По данным Управления Роспотребнадзора и Минздрава Республики Тыва, на 24 августа привито первым компонентом 98 631 человек. Полный курс вакцинации прошли 77 246 человек. По числу привитых вторым компонентом можно сказать, что граждане несерьезно относятся к своему здоровью. Если человек второй компонент не получает, то он не защищен, и иммунитет у него полностью не формируется, и он может заразиться и заболеть коронавирусной инфекцией. Особенно именно мы обращаемся, медицинские работники, по вакцинации всех не болевших, чтобы они привились в первую очередь, особенно 60+. То есть это пожилые наши люди, это наши мамы, папы, бабушки, дедушки, чтобы они были привиты именно вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК, Спутник Ви. На сегодняшний день по статистике заболели и госпитализированы в стационары 98% именно непривитых. Среди умерших также 98% не были привиты. Специалисты отмечают, что вакцинация свою роль доказала, что вакцинированные болеют менее, чем непривитые. Каждый человек должен беспокоиться о своем здоровье, и все-таки он должен понимать, если хочешь не заболеть, защитить себя, защитить свою семью, своих детей, родителей, родственников дома, все-таки надо получить вторую вакцинацию, чтобы не заболеть и не распространить заболевания среди своих родственников. Вот это основная мотивация, чтобы не заболеть и защитить своих родственников. Это вакцинация двумя компонентами, первым и вторым компонентом. Но помимо вакцинации, конечно, никто не снимал с нас ограничительные мероприятия, ношение масок, соблюдая дистанцию, мыть чаще руки. Вакцинация на данный момент является наиболее эффективным методом защиты от нового коронавируса и других инфекций. Защищает от тяжелых осложнений заболевания. В городе Кызыле развернуто 7 мобильных прививочных пунктов. В торговом центре 5 звезд, в помещении сельхозрынка в Восточном микрорайоне, в помещении торгового центра Курай, в ЦЗН города Кызыла, в отделении Сбербанка по улице Кочетова, дом 43, в МФЦ по улице Кичола, 7Б и в помещении Народного банка. Инна Клаян, Буяна Юн, Кузел Сарыксарен, Тува 24. Территория у новой школы номер 18 на левобережных дачах должна стать местом притяжения детей и взрослых. Ведь вокруг школы запланировано облагородить площадки и подъезды, установить лавочки и посадить кустарники, чтобы родителям и детям было где проводить свое время. Здесь рядом расположен детский сад, ясли, теперь еще и школа. До начала учебного года осталась неделя. Готова ли школа? И как обстоят дела с облагораживанием окрестных территорий, узнавал Даян Дансюрюн.
Для многих семей главное событие осени – 1 сентября, начало учебного года. Пока родители озабочены подготовкой своих детей, педагоги готовят учебные заведения. Важным событием для жителей Левобережного дачного общества станет открытие новой школы. Она уже готова. В оставшиеся 7 дней в ней проводят генеральную уборку. Комплектование на сегодняшний день принято 1765 учащихся с 1 по 11 класс. Все участники, которые прописаны на садоводческом товарищеском обществе, следим за тем, чтобы они все были пропиской, и чтобы имела справка о том, что они действительно проживают на данной территории. По педагогическому составу все вакансии закрыты, приняты по всем предметам. Полностью учителя работают в штатном режиме. Кабинеты все готовим и, да, действительно готовимся к встрече учащихся 1 сентября. Район ЛДО – ближний пригород Кызыла, но его жители всегда особенно остро чувствовали недостатки инфраструктуры. Утром и вечером остановки ломились от количества школьников и взрослых. Жители надеются, что новая школа изменит ситуацию, и детям зимой не придется часами ждать автобуса. Среди учителей сколько человек проживает именно в ЛДО? Удобно ли им здесь работать? Но большинство учителей прописано в данной местности, и они довольны тем, что здесь открылась новая школа со всеми удобствами и оборудованием. Некоторые даже учителя, большинство учителей, многие были вынуждены выезжать из дачного общества Левобережной дачи и добираться до места работы. На это уходило у них около 1,5 или 2 часов, а теперь они с удовольствием работают в данной школе. И вот эта проблема, в финансовом плане и в других социальных сферах удачно разрешилась, и они очень рады тому, что здесь открылась вот эта школа. По словам зауча, школа и ее территория станет центром гражданской активности жителей ЛДО. На футбольных и баскетбольных полях, на площадке для торжественных построений будут проходить культурно-массовые и спортивные мероприятия. Кызыл, как экономический центр региона, привлекает к себе молодое и трудоспособное население со всей Тувы. Здесь, на левобережных дачных обществах, эти молодые люди и находят себе жилье. Создающееся сообщество бурно развивается и нуждается в общественном пространстве, где молодые семьи могли бы гулять и общаться. Вокруг школы и детского сада в районе ЛДО такое общественное пространство как раз и создается. Даян Данцурюн, Буян Уюн, Миран Эргит, Тува-24. Международный этап конкурса «Конный марафон» в рамках армейских международных игр проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне Карахак. В нем принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Узбекистана. На месте побывала и наша съемочная группа. Команды вооруженных сил России и Монголии вступили в гонку протяженностью более 100 километров в ходе второго дня состязаний конного марафона армейских международных игр 2021. В Туве конный марафон международных армейских игр проходит второй раз в этом году. Участвуют 4 команды – Монголии, Казахстана, Узбекистана и России. Прямо сейчас команда Монголии на этапе минное поле заняла круговую оборону, и сапер проходит 30 метров дистанции. В каждой команде 10 всадников с 3 запасными лошадьми. Один из этапов соревнований – марафон на дальнюю дистанцию. В ходе прохождения этапа военнослужащие демонстрируют свое мастерство в обращении с лошадьми, на которых преодолевают водную преграду с участком из минно-взрывных заграждений. Первый раз участвую на конный марафон в Туве. Вообще-то конный марафон Арафт в 2019 году у нас начали проводить в Монголии. А в 2020 году, в прошлом году, из-за пандемии не получилось у себя проводить. Настроение боевое, и конкурс организуется очень хорошо. Мы приехали 2 недели назад и готовились к соревнованиям. Тувинские лошади во многом схожи с монгольскими лошадями, они выносливы. А по росту чуть выше, чем монгольских лошадей. Также военнослужащие проведут конный дозор на участке местности длиной до 30 километров. Организуют ночлег с выставлением охранения, приготовлением пищи и установкой временного жилища. Да, у нас сейчас свои лошади получается. Ну, только марафон начинается, я не буду торопиться говорить результатов. Трасса покажет нам это. У нас еще вторая точка есть, там преодоление конного дозора, это самый сложный участок.
там определение мишени, дальности и азимута. Во время передвижения 30 километров мы не должны разговаривать друг с другом, только жестами. Вечером мы должны доехать до ночлега. Там у нас еще одна точка есть. В обращении с лошадьми необходим навык. Участники из других стран признаются, что тувинские лошади своенравны и выносливы. С учетом опыта прошлых соревнований, чтобы не загнать лошадей, сейчас между этапами выделено время на отдых. Когда команда отдыхает, лошадей надо осматривать на больных, хромых. Если лошадь заболела, акты составлять на каждом остановке. Наиболее частые травмы, когда в последних этапах, когда лошади встают, потом там не могут ходить. Если лошадь пострадала, не может ходить, лошадь снимает. У них сейчас запасные лошади тоже есть. На нем можно ездить. Но свою лошадь пострадавшую тоже нельзя оставлять. Всегда с собой надо брать до конца. Перед стартом тоже, когда соревнования начинается, то лошадей осмотрели все, потом после этого только допускают соревнования. Судьи сопровождают участников на всем протяжении дистанции. Они также распределяются по жеребьевке. Например, у команды России судья из Узбекистана. Все, что было отмечено, зафиксировано судьей, основной результат это зависит от сапера, его подготовленности. Я могу ответить так. Кто-то быстро находит, кто-то сомнения в себе. Я думаю так. Вот я если уверен в себе, я наблюдаю все это поле, у меня аппарат миноискатель. Ну, у всех одинаковые условия, думаю. Как судья я команда России, желаю успехов. Участники конкурса из Казахстана и Узбекистана, стартовавшие накануне, уже преодолели двухдневную гонку и успешно финишировали, выполнив ряд специальных заданий второго дня конкурса. Организовали водопой животных и осуществили перевозку оружия и боеприпасов на расстоянии более 5 километров. На каждую лошадь вьючится по 4 ящика. Один ящик весит около 30 килограммов. 7 коней с боеприпасами и 3 лошади, специально оборудованные вьючными седлами, с минометом, АГСом и пулеметом. После чего выдвигается по маршруту протяженностью 5 километров и возвращаются обратно к месту выгрузки. Личному составу, безусловно, дается это все тяжело, потому что они преодолевают эту дистанцию почти что бегом вместе с конями. Дистанция не прямая, с извилистыми дорогами, подъемами, спусками резкими, косогорами. Сегодня, 25 августа, команды России и Монголии уже финишируют. Далее всем 4 командам предстоит пройти марафон на короткую дистанцию. Армейские международные игры проходят в этом году на военных полигонах 11 государств. Организатором игр является Министерство обороны России. Впервые международные армейские игры были проведены в 2015 году на 11 военных полигонах России. Участвовало 17 стран. На открытии первых игр министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что международные армейские игры способствуют укреплению доверия между вооруженными силами разных стран. Айдана Холыч, Айхан Дунгак, Ангер Оржак, Тува 24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. До встречи в следующем эфире.